Босбақты қамту кешенінің 2021-2022 оқу жылындағы ең алғашқы жеңістері мәлім. Кезек берелік. 9 октября здесь у нас в городе проходило первенство города Экибастуза по спортивному скалолазанию. Мы эти соревнования решили провести после того, как разрешили после этого локдауна проводить хоть какие-то соревнования. Мы решили воспользоваться этим моментом, конечно, потому что дети засиделись за эти 3 года у нас. Им нужны соревнования, им нужно соперничество, им нужно как-то показывать свои достижения, свои умения. Поэтому мы обратились в отдел спорта наш городской с просьбой провести первенство. Мы его посвятили празднованию 30-летия Дня независимости Республики Казахстан. Немножко приурочили к прошедшему празднику Всемирному дню туризма, который 27 сентября отмечается по всему миру. И поэтому вот состоялся такой праздник у нас. Всего приняло участие у нас 60 спортсменов. Возрастные категории у нас были различные, от 9 до 25 лет. То есть возрастные категории 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и взрослые у нас приняли участие. Самому маленькому, самому юному участнику 8 лет всего было, самому взрослому 25 лет. Естественно, мы проводили эти соревнования с соблюдением всех санитарных норм, составили жесткий график, то есть мы не собирали все количество участников одновременно, строго по времени приглашали каждую возрастную группу, они работали, потом подводили итоги, награждали каждую возрастную группу. Ну, то есть постарались, чтобы соревнования прошли без каких-то эксцессов, с соблюдением всех норм в наше тяжелое такое неспокойное время. Дети все остались довольны. Ну, что я хочу сказать. Мои дети выступили абсолютно все, потому что я сказала, эти соревнования городские мы проводим специально, даже не столько для опытных, сколько для новичков. Те дети, которые только пришли, те, которые только начали заниматься, для них это какой-то стимул сразу появляется. Пусть они там не занимают каких-то призовых мест, но у них есть к чему стремиться. Они учатся, они смотрят на своих старших товарищей, те, которые занимаются уже не первый год, и у них появляется еще больше желания. Помимо этого приняли участие вот 10-я школа, Аслан Абдукаирович выставил команду 10-й школы. Среди взрослых у нас приняли участие спасатели наши, ребята старшие, которые у меня занимались, выпустились уже. И помимо этого в этот раз еще у нас представители КТЖ выступали. То есть это как бы... Мы пытаемся пропагандировать не только среди детей, но чтобы и взрослые тоже увлеклись и занимались этим замечательным видом спорта. Спортивное скалолазание, оно как неотъемлемая часть и нашего туристского многоборья, потому что без лазания невозможен туризм. Ну, поэтому, в принципе, по спортивному скалолазанию мы не так часто проводим, но этот раз решили вот провести такое мероприятие. В ближайшем будущем у нас планируется, во-первых, мы в конце ноября, к Дню первого президента, планируем провести наши городские соревнования уже по туристскому многоборью. Здесь уже будут выступать у нас команды, тоже различные возрастные группы, от детей до взрослых. А в декабре, к Дню независимости Республики Казахстан, это уже у нас традиционное, мы проводим открытый чемпионат города Экибастуза, и параллельно здесь же будет проходить областной чемпионат. То есть сюда мы уже будем приглашать и представителей Павлодарской области, и представителей Аксу. То есть это уже такой полноценный чемпионат. Главное, чтобы нам не подпортила наша эпид-обстановка, чтобы все оставалось в такой же спокойной обстановке, и мы смогли провести это. Людмила Леонидовна, сізге үлкен рахмет, сіздің ұжымға сәттілік тілейміз. Ал біздің Қайнардағы тағы бір жеңімпаз бұл Маска үлгілі театрлық студиясы республикалық сайыста жеңімпаз атанды.
В этом году, в сентябре месяце, был объявлен конкурс, но он проходил в 2 этапа. Театральный фестиваль-конкурс. Первый этап был в Павлодаре. Мы отправляли свой спектакль онлайн. Первый тур. Заняли гран-при. И потому что мы заняли гран-при, нас отправили, наш коллектив, участвовать в республиканском конкурсе. Это уже был 2-й тур. Он состоялся, подведение итогов, 4 октября. На 2-м туре мы заняли 1-е место среди 21 коллектива. Подведение итогов было через Zoom. Жюри высказывали мнение о профессиональном подготовке спектакля, о профессиональной игре актеров. Было отмечено, что прекрасные костюмы и игру детей отметили. Есть такая фраза у театралов, которая имеет очень большое значение в оценке. Органично существовали на сценической площадке, то бишь играли правдиво. И это многого стоит вот в оценке. Ну, участвовало всего в конкурсе 10 детей, так как требовали по положению. Чисто индивидуально детей не отмечали, потому что это был комплект, это была полностью группа. Игра была сплоченная, там выделить кого-то, видимо, трудно было, и жюри трудно было выделить. Брали мы пьесу, шутку «Принцесса без горошины» Евгения Тыщука, белорусский драматург. Почему взяли эту пьесу? Мне она очень нравится тем, что там глубокая тема воспитания родителей своих детей. Вроде бы как в шутке была раскрыта серьезная тема спектакля. И все, прежде чем, когда я выставляю этот спектакль, все спрашивают один и тот же вопрос. Почему без горошины? Мы привыкли знать сказку «Принцесса на горошине», а здесь без горошины. Вот в том-то вся и интрига спектакля. Планы, ну да, конечно, планы у нас, как всегда, чего-нибудь, куда-нибудь поехать, отправить. Ну, сейчас мы готовим новые вещи. Пока я не буду раскрывать, какие. Это тайна любого режиссера. И я думаю, что мы еще сыграем на сцене, и зритель нас еще увидит. Биыл 2-ші жыл жұмыс істеп келе жатқан Барт әндер клубының шәкірті де жетістікке жетті. Ол онлайн сайысқа қатысып, келесі деңгейге өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Детский виртуальный конкурс, фестиваль в Международном детском центре «Артек», это Крым, проходит конкурс в числах в конце октября, начало ноября. Это будет 12-я смена для ребят «Артека», кто посещает «Артек». На этот конкурс приезжает очень много знаменитых авторов-исполнителей, которые дают мастер-классы, обучают детей. И проходит специальная программа, которая разработана Олегом Митяевым и внедряется. Сам конкурс проходит с 2017 года, и вот в этом году он является уже 14-м. Но в прошлом году и в этом году он проходил в режиме онлайн. Поэтому ребята, которые живут в России, они имеют возможность приехать на этот конкурс. Ну, а мы надеемся на лучшее. Критерии, по которым отбираются детки на конкурс, это исполнение самого произведения. Сможет ли он рассказать этим произведением так, чтобы человека затронуть душу человека, чтобы раскрыть весь смысл песни. И, естественно, там учитывается и исполнительское мастерство, и умение владения инструментом, и актерское мастерство. Поэтому все эти критерии, если учесть, то и смотришь, какой ребенок сможет это сделать, а какой не сможет. Если вдруг бывает иногда, что ребенок играет на гитаре, но вокальные данные не очень сильные, тогда я делаю дуэты. Его совмещаю с человеком или с ребенком, кто хорошо поет, и получается дуэт. Один играет, другой поет, и, пожалуйста, песня готова. Чтобы попасть на этот конкурс, нужно пройти предварительный отбор, и он проходит по интернету. Заявки принимаются с 1 февраля по 30 июня. В нашем ОДК «Кайнар» есть такой участник, который прошел этот конкурс,
Принимало участие более 470 человек, чтобы попасть на этот фестиваль. И Илья Аверин у нас прошел. Выступали мы с песней нашего местного автора-исполнителя Гайдара Сарканшакова, который живет ныне в Павлодаре. И выступали мы с песней дорожной «Или лаяла собака». А на утро в старый возок запрягал старик кобылу старую, много он исколесил дорог, все искал дорогу главную, все искал дорогу главную, все искал дорогу главную. Немного позанимавшись, сейчас Илья играет уже эту песню прямо на гитаре, и мы всем клубом подпеваем эту песню. Но из-за того, что сейчас пандемия и нет возможности выехать в Россию, Илья не смог поехать на этот конкурс, но все права участия в этом конкурсе у него сохраняются. И мы надеемся, что на следующий год он все-таки сможет поехать и уже побывать в самом Артеке, отдохнуть в 12-й смене вместе с ребятами именно в таком красивом, прекрасном месте. Лаяла собака, песен и пел дед. Пес любил погавкать, а дед любил попеть. Қайнар шәкірттерін шын жүректен құттықтаймыз. Әлі де биік белестерден көрінулеріне шын жүректен тілектеспіз. Құрметті көрермендер, келесі бағдарламада сіздерді жаңа жетістіктермен таныстыратын боламыз. Кездескенше аман болыңыздар.